Всем привет! Представляю вашему вниманию совместное расследование. Совместное с OCCRP и КЛОПом. Сегодня вас ждет необычная, а может быть и обычная для Кыргызстана история. Не забываем делиться видео и подписываться на наши соцсети. А также, кто считает нашу работу полезной, вы можете поддержать нас через Patreon. Ссылка и инструкции в описании. Итак, поехали! Шел 2016 год. В Бишкеке свадьба. Молодожены Арген и Рахат. Как полагается на свадьбе, родственники и близкие. По традиции, самые близкие друзья сопровождают молодоженов при поездке в Парк Победы. Присмотревшись, мы среди друзей замечаем Рустама Джапарова. Рустам Джапаров – сын Садыра Джапарова, на тот момент еще не президента Кыргызской республики. К этой свадьбе мы еще вернемся. Площадь Победы. Наши дни. Торжественная закладка капсулы на месте крупной стройки. Вместо ресторана «Нарын» объявлено строительство комплекса Бишкек-Сити-Центр. Рядом с президентом Хабибулла Абдукадыр. Он фигурант множественных журналистских расследований. Расследования Азаттык, OCCRP и КЛОП поведали нам о том, как Абдукадыр и его сторонники совместно с коррумпированными кыргызскими чиновниками занимались контрабандой товаров из Китая и отмывали заработанные деньги за рубеж. Первая схема действовала так. Грузовики многочисленных компаний Абдукадыра перевозили через Кыргызстан тонны товаров, но в разных случаях по-разному регистрировались на таможне. Где-то они провозились как транзитный груз в Узбекистан, но большая часть товаров не достигала пункта назначения. В других же случаях товары оформлялись как текстиль или другой дешевый материал. В этих двух случаях большинство товаров в итоге оказывалось на богатых рынках России и Казахстана. Но уже в марте 2023 года президент Кыргызстана называет Хабибуллу Абдукадыра инвестором. Инвестором строительства Бишкек-Сити-Центр. Стали приезжать инвесторы. Одним из них был Хабибулла Абдукадыр. Мы не дали земельный участок этому бизнесмену. У них уже была земля, купленная ранее. Это участок ресторана «Нарын». Это будет самое высокое здание. Обещали построить за 2 года. Создадут 2100 рабочих мест, рассказал президент. В тот же день в Кыргызстане была зарегистрирована Бишкек Construction и Development. В конце июня этого года Кыргызский кабинет министров принимает проект инвестиционного соглашения с Hyper Partners, в котором поясняется роль Бишкек Construction и Development. Совместное строительство многофункционального комплекса в городе Бишкек и селе Ортосай Чуйской области, состоящего из бизнес-центра, гостиницы, торгового центра и социально-культурного учебно-просветительского комплекса. Инвесторам, кто хочет строить вот такие 5-звездочные отели с мировым брендом, со стороны государства будут представлены многочисленные облегченные условия. Потому что только на это строение будет потрачено, оказывается, около $321 миллиона. Изначальными учредителями Бишкек Construction и Development были Hyper Partners и Mega Construct. Но за несколько месяцев до распоряжения Кабмина к ним присоединяется третья фирма Ripal. Из всех 3 фирм самая известная Hyper Partners. Как выяснили ранее журналисты OCCRP и Озадлика, это компания Хабибуллы Абдукадыра, через которую он ведет свои дела в Узбекистане и тоже сотрудничает там с местными властями. Hyper Partners компаниясының артында Абдукадырлардың үй бүлігі. То, что за Hyper Partners стоит семья Абдукадыровых, нет сомнений. Согласно корпоративным документам, эта фирма была использована как холдинг не только для Ташкент-Сити, но и для нескольких таможенных терминалов и других объектов вроде Джизакского цементного завода. О Ripal известно мало, кроме того, что ею владеет молодой человек уйгурского происхождения. Самое интересное оказывается Mega Construct. Этой компанией владеет друг сына президента Садыра Джапарова, Арген Кадырбеков. Тот самый Арген, на свадьбе которого был Рустам Джапаров.
Что связывает Аргена Кадырбекова и Рустама Джапарова, кроме свадьбы? Это общий круг друзей. И Арген Кадырбеков, и Рустам Джапаров состоят в одной компании с давних времен. Однако связь между семьей президента и Аргеном Кадырбековым на этом не заканчивается. В прошлом году жена Кадырбекова приобрела квартиру от родственницы президента, которой Джапаровы владели на протяжении многих лет. Эта квартира принадлежала Гульбаре Джапаровой, сестре президента, а еще ранее матери Садыра Джапарова. То есть семейная чета как минимум знакома с президентской семьей. Не говоря уже о том, что общие друзья Рустама Джапарова и Аргена Кадырбекова называют друг друга своими, близкими людьми и кровными. В этот так называемый круг друзей входит еще один человек, некий Дастан Эрмекбай-Улу. Вот он среди друзей Рустама Джапарова. Вот он и на других фотографиях совместно с Рустамом Джапаровым. Здесь они на конной прогулке среди тех же друзей совместно. Проверка номера Дастана Эрмекбай-Улу через GetContact показала несколько тегов, говорящих о его связи с семьей Джапаровых. Дастан Мекенчил, Дастан Умут Булагы, Дастан Рустам Досу. Как мы знаем, Мекенчил – это партия Садыра Джапарова. Умут Булагы – фонд супруги президента Айгуль Джапаровой. Ну а Рустам Досу буквально так и переводится – друг Рустама. Мы также обнаружили видео с Эрмекбаем Улу во время президентских выборов. Тогда он работал в штабе Садыра Джапарова и занимался агитацией. И судя по тому, как он записан в телефонах других людей, он также отвечал за безопасность в штабе Джапарова. В 2023 году Дастан Эрмекбай-Улу уже владеет 4 компаниями. 2 из них в соучредительстве с Ташкент Трейд Центр, компанией Хабибулы Абдыкадыры, которая владеет рынком Абу-Сахи в столице Узбекистана. Базар Тиляевтен адегенде Абдукадырдын Германия. Базар перешел от Теляева в компанию Абдукадыра АК Петролиум, а после он перерегистрирует его на турецкую компанию Advance Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi. Его владельцем оказывается проживающий в Лондоне никому неизвестный 20-летний парень по имени Шеркия Мухтар. Среди 4 компаний Дастана Эрмекбай-Улу самая интересная Инвесттрейд, которую он владеет совместно с компанией Абдукадыра и другими людьми. Как нам удалось выяснить, Инвесттрейд участвовала в тендере на аренду крупного участка земли в 96 гектар. И мы нашли эту землю. Она находится прямо на границе с Китаем, практически впритык к пограничному посту Иркиштан. Именно через этот пропускной пункт компания Абдукадыра перевозили контрабандные товары из Китая. Президент Садыр Джапаровтың баласы Рустам Джапаровтың жақын досу Элдос Усенбековқа 500 сомға өткөрүп берген. О вовлеченности друзей сына Садыр Джапарова в крупные проекты в Кыргызстане рассказывало ранее издание «Поликлиника». Они показали, что в число учредителей компании СК Development вошел еще один друг Рустама Джапарова – Элдос Усенбеков. Компания владеет недвижимостью, которую связывали с семьей Бакиевых. Это скандально известный VIP-городок Сеил по соседству с государственной резиденцией в Бишкеке. Помимо этого, пансионатом «Каприз» на побережье Иссыкуля и одноименной гостиницей на горнолыжной базе в Караколе. Поликлиника показала одну совместную фотографию Эльдоса Усенбекова и Рустама Джапарова. Мы видим Эльдоса на фотографию, которую мы уже показывали, на конной прогулке вместе с Дастаном Эрмекбай-Улу и Рустамом Джапаровым. Как же объясняет появление друзей своего сына в учредителях сам президент? Сейчас Рустам занимается поиском и привлечением инвесторов. Ему доверяют. Знаю, что с его участием в переговорах кто-то уже начал реализовывать у нас проект. Если вам тоже по силам привлекать в страну инвестиции, то прекратите свои нападки и работайте в этом направлении. Итак, что мы узнали из этого расследования? Хабибулла Абдыкадыр объявлен Садыром Джапаровым крупным инвестором строительства Бишкек-Сити и ряда других объектов.
Строит Бишкек-Сити компания Bishkek Construction Development. В учредителях компания Хабибулы Абдукадыра Hyper Partners. В совладельцах также компания друга сына президента Аргена Кадырбекова Мегаконстракт. Помимо этого, еще один друг Рустама Джапарова Дастан Эрмекбаев Улу в учредителях компании Инвесттрейд. Там же в учредителях тоже компания Хабибулы Абдукадыра, но только Ташкент Трейд Центр. Инвесттрейд получил в аренду землю у погранпункта Иркештам. И буквально перед выпуском пресс-секретарь президента Садыра Джапарова заявил OCCRP, что никаких, как вы утверждаете, бизнес-связей главы государства с указанными лицами не имеются. По его словам, сумма инвестиций от Абдукадыра и его партнеров куда выше, чем 300 миллионов. Речь идет о $1,5 миллиарда. В условиях нашей страны это значительная сумма. Кыргызстан продолжает активно привлекать инвестиции. Об этом в том числе и свидетельствуют результаты социально-экономического развития республики за последние 2,5 года. На остальные вопросы о сыне и друзьях сына президента пресс-секретарь не ответил. Вот такие вот дела происходят у нас в Кыргызстане. Это было совместное расследование OCCRP, Клоп и Темиров Лайф. Подписывайтесь на наши каналы Темиров Лайф, Темиров Лайф KG и i5DC. И вы будете знать о том, что пытаются от нас скрыть власти. До новых встреч!